Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Лидика Хилма серия. Всех вас приветствую у себя на канале Киса Чечня. Сегодня несколько тем будет, и поэтому по чуть-чуть, понемножку начну с самого начала. Во-первых, хотела бы спросить у вас, как ваши дела, как вы поживаете, как ваши дети, внуки, как здоровье. Дай Аллах всем вашим семьям в предстоящем новом году и на будущее всего самого хорошего, всего самого наилучшего. Самое главное, чтобы мы не болели и все были здоровы. Все остальное это вообще самые большие мелочи. Вот. Несколько разных тем, я вот думаю, с чего начать. Начну с того, что вчера ездила за товаром, девочки, отправила посылки, и здесь у нас введено то, что по месту, я считаю, по месту это по России. Дальше отправили потом, значит, мы ждали 9 утра, Висхана же уже с нами нету, все, лафа закончилась, как говорится. Вот, мы ждали 9 утра, чтобы отправить посылки на почту, которая по России. Потом пока туда-сюда на это час, два, три, не знаю сколько, часа два ушло, наверное, на это, пока все это у нас приняли. Потом, значит, мы поехали в Грозный. Отправились с Грозного те, которые идут за рубеж посылки. Так что, девочки, всем вам чеки, кто за границей, я скинула. Многие еще этого не видели, не прочитали. По России, которые, наверное, завтра она отдаст. Все, что вы заказывали, отправила. Единственное, девочки, 2 адреса. Я там и в сообществе ставила. И сейчас хочу повторить. 2 адреса, точно знаю, были просто орехи. Я не могу найти. Почему? Потому что много идут новых заказов. И чаты это у меня сохраняются. И куда-то далеко вниз ушли. Я знаю точно, что были еще 2 заказа на орехи. Не могу найти. Пожалуйста, напишите те, кому я не отправила орехи. Я не пропала, не скрываюсь, я вам их отправлю. Просто где-то затерялись чаты. Вот, потом отправились с Грозного посылки, и потом, я не знаю, наверное, к 2 часам, к 1:30 мы только приехали в Хасавюрт. В Хасавюрт приехали сразу бегом на вещевой рынок, там на этот мне нужно было накупить штор, мне нужно было купить жилетки, мне нужно было купить платье, это за границу я отправляю женщинам. Вот, поэтому бегом, не кушали, не пили, ничего. Там скупилась, потом поехали на рынок, где посуда. Вот где посуда, там я очень сильно задержалась, у меня много было делов. Почему? Потому что помимо всех мелочных товаров, девочки, да, там вот каждому списку идет, там, например, в каком-то заказе не хватает 2 сольницы и салфетницы, в каком-то заказе не хватает набора кастрюль, в каком-то заказе не хватает там менажницы, еще чего-то. И так это я называю мелочи. А крупные заказы, это когда человек, например, женщина, вот, когда она, к примеру, все берут под цвет, либо все берут там ОМС, там все, ОМС взяли, там кастрюли набор, ОМС мантоварки, ОМС блинница, ОМС 2 чайника, заварочный и такой обыкновенный для кипятка. Далее сейчас вот эти вышли блинницы, еще оладьи, такие оладики вот эти, потом что еще, турки. В общем, все это подбирать надо под цвет, либо там сейчас у нас вышли сервизы разные, да, то конкретно там сервизы на 12 персон, либо сервиз на 6 персон, и к нему пошло менажница, к нему салфетница, к нему соль, перец, к нему тортница, к нему разные вот эти вот такие блюда какие-то такие, овальные, квадратные, на ножке, вот такая фруктница поменьше. В общем, этого всего бывает очень много. И подобрать под цвет бывает проблемно. Если я в тот раз была на рынке, я видела в каком-то магазине то-то, то-то. В этот раз я поехала, уже я не могу найти этой вещи, уже все. Приходится мне бегать по всему базару туда-сюда, чтобы найти эту вещь. Поэтому вчера там бегали. В общем, девочки, я была никакая. Мы приехали домой, я еще молила Аллаха, чтобы супруг на ночь не уехал в рейс, потому что
заносить нужно, много было вещей, и некоторые нужно было сразу собирать. В общем, он приехал, мы еще поработали вечером, он не уехал в рейс, а сегодня тоже работает. Может, сегодня в ночь он поедет, не знаю. Ждет звонка, должны ему позвонить. По голову, по-моему, у меня всегда платок слетает. Вот, девочки, кстати, привезла опять много вот таких платьев. Это на мне сейчас костюм. Это вот костюм брючный. Туника такая в бордовом виде. И фиолетовые они бывают, и брючки с ними. Но они прям такие длинновастенькие. Ну, я дома могу себе позволить такое носить. Вот, они прям длинные, хорошо закрывают, и брючки, тепло, хорошо. Я особенно, когда работаю с товаром, я одену, мне хорошо. Таскать это, где нагнуться, где что-то сесть, где бывает на пол сяду, что-то пишу. Мне удобно в нем. Вот, их я привезла, они есть в наличии. Очень красивые, вот такой вот капюшон с люрексом блестящий. Такие есть. И платье привезла, и костюмы. Значит, девочки, костюмы идут от 46 до 56 размеры, а платья идут у нас, по-моему, до 58 с капюшоном. Но это обзор я, наверное, покажу вам завтра. Все, что привезла, платье, еще такие красивые платья, так сказать, ангоровые красивые, жилетки новые, еще новый образец, совсем других платьев. Вы видели, я вам показала их на рынке, а то я хочу одеть, показать, чтобы вы смотрели, так как скоро праздники новогодние, чтобы вы этот видели и могли заказать себе. Вот, такие вот дела, нос чешется. В общем, сегодня я тоже занималась заказами, принимала заказы, собирали посылки еще, и вот села вам это все немножко рассказать. По поводу Висхана пишут в личку, спрашивают. Всем я извиняюсь, не могу ответить. Спасибо за то, что вы пишете, за то, что вы переживаете. За все это огромное вам спасибо, друзья. Далее, что я еще хотела сказать? У него все хорошо. Сегодня позвонил, сегодня раза два мне звонил и отцу звонил. В общем, он говорит, что вчера они были дежурные, их не взвод. Там как-то дневальный он стоял, ну как там, вы знаете, стоишь, не шарахнешься, да, на посту у себя. Потом сколько-то часов он постоял, он пошел на час отдыхать, потом другие стали. Ну, в общем, по очереди менялись, потом же, я говорю, они там уборку делали, где-то там полы мыли, кто-то там что-то другое мыл. Ну, в общем, тот, кто дежурный, там на сутки кто заступает, там выделяют там с каждого взвода 3-4 человека. Они это по очереди, короче, у них это ночь идет. И сегодня тоже он пишет, что тоже там построение было несколько раз, что у них там к присяге готовятся. Да, кстати, немножко перенесли. Она была на 26-е, а сейчас, по-моему, на 28-е. Вот присяга. Поедем, иншалла, лишь бы мы были живы и здоровы. Вот такие вот дела. Выучил гимн, 2 гимна выучил, присягу выучил. Сегодня, говорит, старший роты зашел и, ну, спрашивал там, просто разговорились, кто откуда. И у Висхана спросил, откуда Висхан. Висхан рассказал, потом говорит, расскажи ко мне присягу. Висхан рассказал, говорит, аж от зубов отскакивал, очень сильно похвалил, говорит, молодец, хорошо подготовлен, все. Похвалил, говорит, Висхан, говорит, мне приятно, мам, что командир взвода так меня похвалил, мне это очень приятно, в общем. Ну, как всегда, не обошлось без слез, и поплакали, и посмеялись. Такие вот дела. Я говорю, отцу без тебя тяжело, мне тяжело, уже вот 3-й или 4-й день на крыше. Но он сам, там по чуть-чуть осталось, там буквально на одного человека работа. Ну, просто ему тяжело одному. Почему? Потому что где-то там подать что-то надо, где-то опустить. Но сегодня Анжела выходила на улицу, немножко помогла ему там. Вот. Тяжело ему без Висхана, тоже очень тяжело. И мне тяжело, ему, нам всем без Висхана очень тяжело. Ну, вот такие вот дела, друзья. Друзья, еще у меня к вам. Я, как бы, знаете, не все мои ролики вы все всегда смотрите. Может быть, из вас такие моменты, когда кто-то не смотрел там или это. Я еще раз обращаюсь к вам за помощью тому ребенку, которого онкология, которая, я вам недавно рассказывала, девочке 4 года.
рак мозга у нее. Девочке 4 годика. Очень хорошая девочка. В семье одна единственная. И то, как бы сказать, не так просто она им была дана, не так просто появилась на свет. Не всем, к сожалению, детки даются легко. Очень так проблемно она у них появилась. И теперь она одна единственная. И вот я бы хотела еще раз к вам обратиться. Еще раз снова буду обращаться к вам, друзья. Давайте поможем. Сейчас мать постоянно выставляет сторисы, информацию в Инстаграме. Я, кстати, Инстаграм ее тоже закреплю, чтобы вы могли наблюдать. Там она и чеки выставляет иногда в историю, что сколько люди помогают. Очень сильно благодарила за тот раз, когда я здесь сказала за это, что помогли. Очень много помогли. И тогда же благодаря этому они потом скорости из Ростова-на-Дону поехали в Москву. Сейчас ребенок проходит химиотерапию сильнейшую. Вот, немножко трудностей, потому что ребенок слабый после операции и все такое. Теперь дальнейшее лечение, нужно им будет ехать в Питер еще. Потом анализы, к сожалению, не все по квоте, некоторые платные. Документация полностью, вот эти все заключения, анализы, все должно быть там четко. Не дай бог, ничего-то не будет не так. Это нужно ехать туда на родину, то есть Таганрог, это что-то привозить, что-то там с врачами решать. В общем, очень много проблем у семьи, а у ребенка сейчас плохое состояние, ребенку плохо. Она очень сильно благодарит, вы зайдете, почитайте сами. Она очень благодарит, и там же у нее в Инстаграме номер карты будет, и вы сможете наблюдать за всем этим. Давайте еще раз, давайте, кто может, еще поможем немножко, друзья. У нас, представьте, накануне Новый год. У нас с вами, у многих, как сказать, что все отлично прям, но мы живы и здоровы, у нас нету в семье больных деток, а это самое главное. И дать часть нашего заработка, часть того, что мы зарабатываем, это как будто наша обязанность, да. То есть нам Всевышний дал, по крайней мере, у мусульман это так, и вообще это милостыня, это и в Библии приветствуется, как это говорится, вот если ты заработал, например, да, к примеру я говорю, 10 тысяч, хотя бы 3 тысячи из этого ты должен давать на помощь нуждающим. Если ты приготовил в доме, например, ну я к примеру говорю, кастрюлю борща, 1 или 2 тарелки полагаются твоему соседу. Ты обязан, то есть ты обязан делиться тем, что Аллах тебе дает, и Он вдвойне тебя, втройне тебя потом за это вознаградит. Я это настолько на времени убедилась, стоит чуть-чуть помочь, и ты просто не знаешь откуда это все, знаете, дается. Я вот все время что-то помогаю, все время вот что-то вот кому-то даю, и мне все время вот, ну, не сижу я без денег, не сижу я там без прибыли, мне это в 2-3 раза, машаллах, возвращается, и я очень благодарна Всевышнему за это. Поэтому я не знаю, что многим из нас тяжело, многие хотят сейчас перед праздниками, но вы знаете, вы можете не купить одну какую-то рыбу, да, или там чего-то другого, но вы можете тут те же 500 рублей, те же 400, ту же 1000 положить на карточку, от чего ребенок будет жить. Представляете, мы можем подарить ребенку жизнь. Я не могу, друзья, я не могу, у меня душа разрывается, таких деток много, я согласна. Весь мир не обхватишь, но те, которые со мной, которые здесь, которые уважают меня, которые неравнодушны к чужому горю, давайте, пожалуйста, поможем. Я это не первый и не последний раз прошу. Я буду еще к вам обращаться, потому что нас много. Мы одна семья, и, как говорится, с миру по нитке, голому рубашка, да? Вот если каждый, даже кто 100, кто 200, кто 500, кто 1000, согласитесь, девочки на лечение будут, но родители оба учителя, живут в деревне. Абсолютно помощи ждать неоткуда. Давайте войдем в положение. Каждому из нас придет беда. Если у кого-то из вас завтра случится эта беда, и вы обратитесь ко мне, я также обращусь ко всем. Я и сама помогу, и обращусь ко всем остальным подписчикам, что давайте вот поможем. Вот одна из подписчиц, у них тоже вот случилось. Ведь вместе мы сила. Когда мы объединяемся, мы сила, и мы тогда
можем помочь. А один-два человека, ну, как бы это очень сложно. Если нас много, мы можем помочь. Девочки, друзья, ко всем обращаюсь, ко всем буквально. Пожалуйста, я вот оставлю в закреплении номер карты, ссылочку на Инстаграм этой девочки, ее мама Вика. И вы сможете зайти туда и посмотреть. Нет, маму зовут Снежанна, а дочку зовут Викуля, по-моему, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, извините. По-моему, так. Но это уже, как говорится, не имеет особого значения. Сейчас не это главное. Сейчас то, что там у матери в Инстаграме номер карты будет, я укажу ее. Ради всех святых, ради Всевышних. Вот вы сегодня сделаете добро, к вам оно в 10 раз вернется. Когда ребеночек сидит под химией, беззащитный, и помочь ему некому, друзья, ну это ну просто... У меня душа разрывается, у меня душа, я раньше это все пропускала через себя, начинала переживать сильно это. Сейчас, друзья, я не пропускаю это через себя, но я чувствую то, что это мой долг помочь. Вот, киса, ты видишь? Помоги, пожалуйста. Чем можешь, помоги этой семье. Ты обязана помочь. Потому что, киса, ты не знаешь, дорогая, что с тобой или с твоими детьми будет завтра. Вот это вот меня бьет сильно по голове. Я не могу по-другому поступить. Просто не могу. Я не знаю. Это долг наш каждого помочь нуждающемуся. Поэтому, девочки, по 100 раз заново и заново не хочется говорить. Давайте поможем, пожалуйста, мои золотые. Давайте поможем семье. А когда нам нужна будет помощь, и нам помогут. Вот. Далее, друзья, ролик такой называется «Скоро свадьба». Да. У нас намечается много мероприятий. Ну, не конкретно моей семье, а вообще здесь введено. Намечаются 2 свадьбы, но одна будет на дому, другая в ресторане. Вот, я знаю, вы очень сильно любите эти моменты, вы хотите посмотреть. А также у нас, по-моему, 19-го сбор блогеров, куда меня пригласили. Там тоже будет хорошее мероприятие, концерт, танцы, вкусная еда, новые знакомства. Будет очень интересно. Какие-то там, по-моему, конкурсы, не знаю, но будет очень много будет блогеров, и будет очень интересно. Далее, что я еще хотела сказать? Свадьба, да. Свадьба одна будет в ресторане, другая на дому. Я не знаю, которая на дому успею я или нет, получится у меня нет, но я постараюсь, потому что у меня очень много работы. И это самое... Ну, будет видно, короче говоря. Там просто в одной семье у них там, ну, у них там похороны были, ну, как сказать, у них-то похороны давненько прошли, но просто сейчас вроде бы уже год прошел. У нас такой закон, кстати, да, вы многие спрашивали, сейчас я постараюсь ответить на эти вопросы, на ваши. Хорошо, что я вспомнила. Там, значит, ну, там уже, по-моему, год прошел. Там сейчас, если кто-то близкий умирает, там раньше строго было год, сейчас говорят, ну, полгода можно, а потом старики собираются. Но тут, по-моему, уже даже год прошел, так как свадьба будет в ресторане, то уже, думаю, все, у них траур прошел. Вот, и поэтому, ну, могут они теперь жениться. Друзья, кто не знает, у меня каждый раз много новых зрителей, новых подписчиков. Здесь, в Чечне, очень сильно с этим считаются. То есть, если в семье у родных, вот, например, у меня сейчас у свекрови умер брат, да, мы это обязаны почитать, обязаны уважать. То есть мои дети, ни Анжела, ни Висхан, никто не может ни жениться, ни замуж выйти, пока не пройдет год, либо там поминки, например, там, к примеру, полгода или когда там будут поминки, если они сами скажут, да, то есть на нас не смотрите, если у вас там сын должен жениться или дочь выйти замуж, отдавайте, то есть, но все равно это как бы некрасиво, все равно нужно дождаться этого момента, и такое вот, ну, некрасиво это, да, вот когда в семье горе, вот у свекрови сейчас как бы горе, да, я сейчас буду там женить кого-то, или так просто пример привожу, что многие, у нас это год обязательно нужно, это если близкие там,
бабушкин брат или бабушкина сестра, либо супруга, двоюродный брат, либо родной брат. Вот такие вот, да, близкие, чтобы вы знали. Что я еще хотела сказать? Что-то еще задавали вопрос, хотела сказать. Да, я уже отвечала на этот вопрос. У меня как-то задавали вопрос, Киса, где вы все-таки бы хотели, в ресторане или на дому? На дому вы у меня много свадеб видели, можете сейчас скоро еще увидите, и в ресторане свадьбу увидите. Как бы вы тоже посмотрите, у вас тоже будут моменты сравнить. Мы после свадьбы это все будем разрабатывать, смотреть, там, делиться какими-то своими опытами. Но тут 50 на 50, да, как бы в ресторане по-своему хорошо. Почему мне не нравится в ресторане? Потому что там очень мало выделяется времени. То есть ты вкладываешь хорошие деньги, а там уже буквально 6-7 вечера, уже все по домам, я не знаю, или это может я, то, что привыкли обычно, свадьба допоздна, все веселятся, наоборот, вечером само веселье, танцы, все это тут уже все, типа, сворачивайте лавочку. И то, что еще мне не нравится, по моим подсчетам, то, что не отдают, так как продуктов остается море, много очень еды, и то, что мало отдают продуктов, да, там совсем чуть-чуть. Вот это здесь Чечня, вот это мне не нравится. Вот у нас, я уже говорила, у Заловки была свадьба в Дагестане, им отдавали все, что вот они, свадьба закончилась, они все, голубцы, тефтели, котлеты, все отдельно. Где вот эти емкости, где кастрюли, и они сказали, например, все, что осталось. И тогда из этого всего уже она там немножко фруктов, немножко где мясного, немножко где чего. Это, я считаю, очень честно и порядочно. Потому что человек вложил деньги, вам уже заплатили за свадьбу, да? То есть вам заплатили за ресторан, вам заплатили за музыку, за оператора. И еще, извиняюсь, что-то на свет блымает. Еще, извиняюсь, остаток еды как бы так забирать, но я считаю, это несправедливо. Нужно отдать людям все. А люди, если они порядочные, они сами скажут, вот вам чуть-чуть того. Ну, любая чеченка, женщина это скажет, любая. Но поступать, я считаю, нужно так. Нужно отдавать все, что осталось. Вот все. Не отгрызки, а вот все, что целое осталось, все по кастрюлькам. Вот. Вы нам заплатили за нашу работу. Вот все, что осталось. И, ну, это мое мнение. Я считаю, меня каждый поддержит. Вот. А дома, просто у нас, понимаете, у нас в Чечне, у нас многие не идут в ресторан, старики там все это. А дома на следующий день, на второй, на третий они придут. У нас еще люди будут идти 3, 4, 5, а то и неделю. Те, кто не смог приехать. Они также будут идти поздравлять, также дарить подарки. Просто они не смогли побыть в тот день на свадьбе. Вот и все. Вот, поэтому дома лучше. Но вот я же еще раз говорила, говорю, по мне так, по мне, вот если у меня сын, например, будет жениться завтра, я бы хотела как бы дома, да, дома. Просто не сейчас, когда там все как на разорванной улице. Но до того времени, я надеюсь, плитку поставим, и дом уже будет готов, пока директор придет с армии. По мне так и дома, но чтобы все было как положено, то есть чтобы операторы были, и танцы были, чтобы молодежи было где повеселиться. У нас там сзади, где навес, вот это место большое для танцев. Обязательно, чтобы были танцы, чтобы было веселье, чтобы на все ведено гремела свадьба, чтобы это раз в жизни бывает событие. Сын у меня один единственный, вот, поэтому я приглашать буду всех, кто мои подписчики, кто меня уважает и ценит. Я буду приглашать всех на свадьбу. Я знаю, все не смогут приехать, но если приедут, ну ничего, я уже говорила, полный подвал закруток всегда у меня бывает. Поэтому голодать никто не будет, даже если свадебное все покушаем. Насчет этого очень. Мне хочется, когда у директора будет свадьба, чтобы это все было, гремел весь мир, да, потому что, чтобы все красиво, украсить красиво двор, банты, там, арка, чтобы все было празднично, шарики везде, чтобы веселились дети, танцевала молодежь, ломились столы от вкусной еды. Вот свадьбу вот такую я сделаю, иншалла. Если вот соживой ела зиса, если мы останемся все живы и здоровы, сайда мула, иштидага, юсо. Вот такие вот дела, девочки, друзья мои. Вот. Потом еще задавали мне какие вопросы.
кто будет выбирать вашему сыну невесту. То есть вы сами, потому что у вас говорят родители. Но многие не знают. Я не обижаюсь сейчас, девочки. Я иногда раньше злилась, сейчас я не обижаюсь, потому что вы многие не знаете этих обычаев, вы не можете знать. В принципе, да. Но вот нет, я сыну невесту искать, конечно же, не буду. Пускай он женится на той, кого он полюбит. Вот. Но я буду с ним солидарна. Я, конечно же, посмотрю, что там за семья. Вот. Если там, к примеру... Ну, я знаю, начнем с того, что мой сын не выберет плохую девушку, это раз. Но если даже из 100% процент то, что там девушка какая-то не совсем хорошего поведения, я имею в виду не в том плане, что там легкого поведения, там где-то, я же узнаю, шаблается, она ходит, где она не ходит, как она в хозяйстве, какая она серьезная, несерьезная, воспитанная, невоспитанная. Конечно, в каждой семье, куда попадает девушка, там уже будет она как бы на свой лад, как вот парни, да, в армию попадают, их там все равно учат, они уже оттуда выходят другими людьми. Также и здесь, в каждой семье свой устав, в каждой семье свои законы, да, несмотря на то, что Чечня, у всех законы, в принципе, одинаковые, но, тем не менее, переступила порог чужой семьи, тем более, если ты в роли невестки, то будь любезна, как говорится, волчья стая, выть по волчьи, вот. Если они говорят, что этот, если не на белый снег говорят, что он черный, пусть он будет черным, правильно? Это ее семья, она должна их слушаться. Также и моя невестка, которая придет, она должна нас уважать, слушаться в первую очередь своего мужа, и тогда у нее все в жизни будет отлично. Мне тоже много чего не нравилось, много чего было непонятно. Я-то вообще не с этих мест, приехала сюда совсем молоденькой. Для меня много вопросов было непонятных. Для меня, например, долго был непонятен тот вопрос, когда вот мои личные, мои собственные дети, да, и я не могу за них там решить. Вот я, как я хочу, да, вот, как, например, женится сын, либо выходит дочка замуж. Я, первое, что я сделаю, это обращусь к свекрови и к заловкам. То есть вот так и так. Вот такая-то семья, девушка. И я как не то, что благословение, это от них, ну, добро, да, все, киса, да, мы то хорошее, можно, да. То есть здесь, в Чечне, здесь все совсем по-другому. Для многих это будет дико и непонятно. Я не собираюсь переубеждать, потому что в каждой нации есть свои какие-то законы, свои обычаи, традиции. Тут никто никому ничего не навязывает, но каждый должен соблюдать свое, да. Также и дочка. Что касается дочек, у меня их две, хоть София, хоть Анжела, когда настанет время, нашелся парень, там, о, давай, я решила то, все. Конечно же, дочка приходит к матери всегда, да, мама, то, все, мать всегда в курсе. Но от себя, клянусь Аллахом, я никаких решений принимать не буду, не принимала и не собираюсь принимать. Есть Денан, есть Дейжри, Дехойбу, Шорт. Пусть эти вопросы решают они. Потом, если вдруг что не состоится в жизни, либо так, чтобы мне не говорили, что это я все организовала, я все устроила. Этого я на себе очень не хочу. У нас, вот здесь, в Чечне, хоть я мать этих детей, мне завтра 3 слова скажут, я с тобой разожусь, 4. Я абсолютно чужой человек в этой семье. И сюда, как говорят, ты приходила без детей, да, в эту семью. И уйдешь ты тоже без детей. Поэтому многие хранят свои очаги, потому что знают, если уходить, то уходить придется без детей. Потому что у чеченцев дети остаются с родителями. И поэтому каждая должна знать свое место. Ну, я не в том плане, там, если бывает издевается, там, ну и хоть единицы, ну есть, бьет, а ты терпи, все. Нет, это того случая не касается. Если тебе там по минимуму, да, ну ты должна выполнять обязанности свои. И даже если, вот, например, вот, как в нашей семье, то никаких у нас скандалов нет, потому что я знаю, чем заниматься мне, супруг знает, чем заниматься ему, чтобы там ругались, скандали. У нас машалла, в принципе нет, потому что все знают свои обязанности. Это я к чему? К тому, что каждая молодая семья, все у всех начинается с нуля, и поэтому где-то самое главное, я всегда слушаю своего мужа. Куда бы я ни ехала, иду я к подружке, я всегда говорю, можно я пойду? Все, я его известила, я могу идти на край света.
на край света. Вот, если что, мой супруг знает, где я, что я. Это обязательно. То, что насчет детей, ну что, он мужик, да, он мужчина, что ему сказать там, сын женится, дочка. Я знаю, что он меня направит туда. Он: бабушка, идите, вы женщины, там, разбирайтесь, разговаривайте, что, кто, каждый друг друга знает. Здесь Чечня в основном, знаете, как Санта-Барбара, все друг друга знают, все где-то взаимосвязаны. Василь бабе тетка, кто-то кому-то родня, поэтому если мне, ну, без Ханна-то мы сами пойдем, и то пойдем искать невесту, в смысле, у нас как, например, если он нашел девушку, да, вот нравится, я, например, все, и он говорит: мам, я хочу жениться, да, я пойду к своей свекрови, я скажу: мама, так и так, нашел девушку, как тебе? Мы со свекровью пойдем туда, к ним. Мы посмотрим на девушку, поговорим с ее матерью, если у них есть бабушка. Так и так, мы хотим вашу девочку. Вот сыну нравится, вот дети общаются. Это я просто рассказываю, как это происходит. И там уже на месте мы это все будем решать. Что касается девчат, кто бы сюда ни пришел, что бы ни сказал, я эти вопросы не решаю. Я, конечно же, дочку свою поддержу. Я скажу ей да или нет свое мнение. Вот, но от себя решать что-то, все, все, я согласна, все, давай. Никогда в жизни. Валлахи дидатихум сагубалгатин кан урин. Ахдин. Ахдин заглодарис. Нет, мне этого не надо. Это суман сахаяк олду. Да, Аллах. У меня этот ум есть. Есть старшие в этой семье, есть тети. У нас это очень с почетом мы относимся к свекрови, к заловкам. Потому что, во-первых, они прожили больше меня. Это их дети. Это их Луева, это их дети, их кровь. Вот. Пускай они решают, пускай они лучше знают людей, знают лучше, кто чем дышит, кто как. Они никогда в жизни бабушка, зная то, что внучка выходит замуж там, или внук женится, и сказать, зная, что это хорошие люди, скажет: ой, не надо, это плохие. Бабушка, естественно, пожелает всего самого наилучшего, и если это место хорошее, бабушка лишь пожелает счастья и скажет: я согласна, давайте, все, я не буду препятствовать, потому что это мои внуки, я им всем желаю счастья, всех одинаково люблю, поэтому вот так вот, девочки. Вот. Насчет того, что-то я хотела сказать, еще сейчас резко вспомнила и забыла. Насчет того, где лучше скупляться, спрашивают. Я не знаю, девочки, многие по-разному говорят. У нас как-то была тема, еще в больнице я была на работе, и как-то я сказала, что я все собираюсь сделать паспорта, но я их сделаю. Потому что вы мне не верили, что София в садик пойдет. Вы не верили, что Висхан в армию пойдет. Что-то еще. Все-таки это случилось. Я все равно, то, что я сказала, я все равно дохожу до этой цели. Просто у меня слишком много чего. Я не могу это все обхватить сразу. Но спрашивали, какой вопрос, Киса, вы в Хасавюрт ездите, как там цены, либо это... Да, в Хасавюрте цены намного дешевле, нежели здесь, даже в Грозном, Ведено. Но я, например, если меня это дело коснется, да, я поеду с дочкой в Турцию. Там огромный выбор. Я и так собиралась ехать, мне просто и надо туда ехать. И посмотрю цены и все это. То есть там накупить, там выбор огромный. И что касаемо золота, и бриллиантов, и всего, мне что-то докупить надо. Все равно я слаживаю потихоньку. И для сына слажу, и для дочери, и для другой дочери. То я поеду в Турцию, да, я скупляться буду там. Мне просто нужно вообще... Сейчас мне нужно сделать загранпаспорт. Почему? Потому что я хотела за товаром съездить в Турцию. У меня там знакомая живет прямо в центре Стамбула, я уже говорила. Я вот собираюсь поехать за товаром в Турцию. Вот. Но для этого мне нужно сделать паспорта себе и Анжеле. Я обязательно сделаю и поедем. Вот. Я считаю, у кого есть загранпаспорт, то лучше, конечно, поехать в Турцию. Потому что все, что есть в Хасавюрте, все это приходит с Турции. Естественно, там это будет дешевле. Вот такие вот дела, друзья.
Поэтому по поводу свадьбы, вот сейчас намечается 2 свадьбы у меня, задавайте вопросы, что вас еще интересует. Я на все, иншаллах, постараюсь ответить. Вот сейчас были еще вопросы, но я вот не помню, тетрадка осталась там, сейчас я туда уже не пойду, Анжела там убирает. Поэтому, девочки, все спрашивайте, все, что вас интересует, без проблем. У меня вот свои волосы, видите, это если у меня там немножко были покрашены, этот пепельный цвет, все говорят, зачем ты красишь? Мы не можем подыскать такой цвет, у тебя свой родной. У меня такой пепельный, прям блестит, родной цвет мой. Дальше, девочки, платье, все вот это, костюмы велюровые, вот с такими этими, с блестяшками, с люрексом, с капюшоном. Это костюм брючный. Такие же платья есть с капюшоном. Велюровое платье есть, ангоровое платье есть. Все это, наверное, я вам покажу завтра. Вот. Ну, вы задавайте вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас всех люблю и уважаю. Спасибо, девочки. Номер карточки, инстаграм мамочки я закреплю. Давайте сделаем добро. Давайте поможем этой семье, мои хорошие. Дерес хлышун визендел. Далси дожу нохчи. Шу эльдос ясунха. Дел дохса хердух. Вола хастах это говорю, конс бобеш. Сердце нуждяга. Хош хош амбусу барбо хош хош тон уеш бацалица айнашон дук помогать динацар дук ахшин ждаетен асам уеш бац. Сархазнех сандик вадина воевошен цатер адмиш довой разницы нету, мусульмане, христиане, когда требуется помощь, я считаю, мы все равны, всем мы сотворены одним Всевышним Аллахом, он один у нас, кто называет Бог, кто называет Аллах, но он один един, и любое добро сделано, тем более для ребенка, нам это зачтется и на этом свете, и на том свете. Все, всем большое спасибо. Карточку в начале комментариев закреплю. Всем пока.